Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария, я живу в Якутске и занимаюсь изготовлением украшений, в основном этнических и в стиле бога. Хочу сказать большое спасибо тем, кто оставил такие добрые комментарии под моим предыдущим видео. Спасибо большое вам. Мне было очень-очень приятно. А сегодня я хочу показать вам украшения, которые я сделала вот за время этого карантина. В последнее время мне очень нравятся украшения в марокканском стиле. Они очень яркие, крупные. И я сделала вот несколько таких украшений, но, конечно же, они получились у меня с якутским колоритом. Вот такое вот колье. Здесь посередине находится, сделала я вот такую вот деталь металлическую. Это якутский оберег, называется «Пять глаз». Это самый сильный, считается самым сильным якутским оберегом и защищает своего владельца со всех сторон. Обшила я вот эту вот подвеску бисером. Также использовала в этом колье акриловые бусины, бусины из кости, из дерева и кокосовые. Вот такое вот получилось у меня колье. Следующее тоже в таком же стиле. Вот такое вот более яркое. Здесь я использовала очень много оттенков оранжевого. Тоже такая вот круглая подвеска и бусины из стекла, кокоса, дерева. Такая подвеска. Так. Вот такое вот колье. Тоже с оберегом. Колье-оберег. Здесь бусины вот такие длинные из гавлита. Стеклянные бусинки. Вот здесь по краям есть бубенчики. Считается вот в якутской культуре, что эти бубенчики отпугивают злых духов. Также здесь оберег 5 глаз и бусины из гавлита. Металлическая фурнитура бронзового цвета. Вот такое вот колье. Здесь вот такие длинные бусины из кахалонга. Вот такие вот есть бусины с рунами из гавлита. Деревянные бусины из кости, из стекла. И почти такое же, но в другом цвете. Вот такое вот тоже колье. Здесь вот бусины красные из гавлита. Тоже использовала стеклянные бусины. Бусины из гавлита, чешский бисер. Тоже вот такое вот колье-оберег. Вот так вот они смотрятся. Так. Идем дальше. Сделала я вот такие вот подвесочки. Если видно, то здесь два оленя, пара оленей. Обшила тоже бисером. Сделала такую замшевую кисточку. И веревочка тоже из замши. Вот такие вот подвески. И вторая тоже с оленями, но здесь я уже добавила бисер синего цвета. Добавила бубенчики. Это подвесочки. Такое вот, надеюсь, видно хорошо. Так, и, конечно же, я сделала свои любимые джинсовые подвески. Вот такие вот джинсовые подвески. Вот эти клычки я сделала сама собственноручно из полимерной глины. Здесь также присутствуют вот такие бусинки с рунами. Тоже подвеска-оберег.
Это стилизованное солнце. Вот такое украшение будет смотреться очень хорошо с любой одеждой. И на свитере, и с водолазкой, и летом с белой, ну, с какой-нибудь однотонной футболкой. И второе тоже джинсовое украшение, вот такое вот. А здесь я сделала вот такие вот бусины, тоже джинсовые бусины. Также тоже здесь вот клычки такие из полимерной глины, бубенчики. Такое вот украшение. Так, еще одна подвесочка. Вот такая вот. Здесь тоже вот из полимерной глины сделала такие рожки. Тоже подвеска оберег. И вот такое вот украшение. Здесь бисер синий, зеленый, бирюзовый, коричневый. Тоже с рунами. Здесь я сделала бусины с рунами не только здесь, вот, но и вот внизу тоже. Вот такие вот подвески из гавлита зеленого цвета. Так. И хочу показать вот такое вот крупное украшение. Оно называется Илинка Бегер. Это вот якутское национальное украшение. Вот оно крупное, вот такое вот. Ну, к стилю боха оно тоже очень подойдет. Так. И в последнее время меня очень почему-то тянет на оранжевый цвет. Сделала я вот такие вот подвески в оранжевом цвете. Здесь вот бусинки тоже тонированные из гавлита. Также стеклянные бусины, чешский бисер. Здесь вот бусины тоже из дерева использовала. В общем, получилась такая очень яркая, такая красивая подвеска, веселенькая, весенняя такая. И вторая тоже в таком же стиле, в таком же цвете, но такая вот квадратная. Так, и еще одна такая вот маленькая подвеска. Так, ну еще, вот сережки забыла еще показать. Сделала вот такие вот серьги крупные с бусинами вот внизу из кахалонга, чешский бисер, стеклянные бусины. Вот они такие крупные, но по весу они достаточно легкие, ухо оттягивать не будут. Так. И теперь вот такие украшения. Сделала я их в технике, которую я показывала вот в прошлом видео. Вот такое вот украшение. Здесь вот очень такой красивый крупный камень. Это черный агат, натуральный коралл. И вот такие вот бусины и фурнитура медного цвета. Украшение очень такое яркое, красивое. Мне вообще очень нравится сочетание красного и черного цветов. Второе колье тоже аналогичное, ну почти что похожее, но здесь я вставила, вот здесь тоже коралл, тоже такая крупная подвеска из агата. Вот здесь еще присутствуют оранжевые такие диски из коралла. Так, это украшение я вам уже показывала, но покажу еще раз. С бусинами Идзи, с сердоликом и славой. Такое украшение. Вот такое колье. Это агат, костяные бусины, бусины из рудракса,
бусинки Дзи. Ну, вот такое вот украшение. Так, еще. Ага, подвеска из аметиста. Такая вот каплевидная. Зеленые бусины из хризопраза. Здесь тоже вот аметистовые бусины. Так, вот такое колье. Вот эта подвеска из... Забыла. Здесь тоже бусины вот из дерева, из кокоса. Вспомнила, обсидиан. Подвеска из обсидиана. И вот здесь тоже несколько бусин, тоже обсидиантовых. Такое вот украшение. Так. И покажу я вам еще... вот еще два таких вот колье. Они без подвесок. Здесь тоже натуральные камни, дерево. Некоторые бусины я сделала из полимерной глины. Ну, смотрятся они очень хорошо. Такой более повседневный вариант. Так, теперь колье. Такое опять сочетание красного с черным. Тоже здесь использовала коралловые диски. Вот так оно будет смотреться. Так, вот такое вот колье из аквакварца. Очень такое нежное, такое, ну, красивое такое колье. Здесь матовые бусины из аквакварца, а здесь вот такие вот необработанные камни. К ним я сделала вот такие вот сережечки еще. Так, вот такое колье. Крупное ювелирное стекло синего цвета и, и яшма серая. Такое колье. Так. Здесь крупная зеленая бусина из ювелирного стекла. Вот эти очень красивые камни называются медвежий глаз. Янтарь. Такое вот колье. Так. Это колье из лавы и костяных бусин. Так. Следующее колье. Вот здесь такая крупная бусина из яшмы. Эти детальки я сделала из полимерной глины, деревянные бусины. И к ним я сделала еще сережки. Сейчас покажу. Такие вот серьги. Так, вот такое вот колье с подвеской из тонированного среза агата. Такие вот бусины. Крупные, такие красивые. И фурнитура цвета меди. А также я сделала сережки. Это колье можно дополнить сережками. Вот такой вот комплект. Искусственный малахит, прессованный коралл и вот такие вот к этому колье вот такие вот сережки. Вот такое вот яркое тоже красивое колье. На лето будет замечательно смотреться. И еще одно такое. Думаю, конечно, не каждая решится, наверное, такое надеть. Это я кабошон обшила бисером и бусинами. Здесь вот
из прессованного агата или из гавлита, по-моему, даже вот эти вот клычки. И вот такие вот длинные бусины из гавлита. Такое вот. Так, и браслетики. Здесь натуральный янтарь и сердолики. Вообще мне очень нравится носить браслеты. Посмотрите, как он будет смотреться на руке. Вот такой вот тоже с яшмой и с лазуритом. Вот к этому колье подойдет. Так. И еще вот такой вот браслет. Это из афганского лазурита. Так. Вот и все. Если кого-то заинтересовали украшения, то, пожалуйста, можете посмотреть на моей странице в Инстаграм. Называется моя страничка Handmade by Мария Семенова. Внизу я оставлю ссылку. Отправляю почтой России. Обычно, например, до Питера и до Москвы доходит за неделю. И почтовые услуги стоят приблизительно в среднем 300 рублей. Если вас, значит, заинтересовали украшения, то там я постоянно выставляю фото новых украшений с описанием и с указанием цены. Поэтому добро пожаловать на мою страницу в Инстаграм. Всего доброго, друзья. До следующих встреч.